апреля 1962 года. Польша Республика. Польша Республика. Где родились? Город Пунза. Образование? Высшее. Семейное положение? Замужем. Место работы, должность? Временно не работаю. Домашний адрес? Улица Московская, дом 91, квартира 25. По анкетным данным будут вопросы? Не имеет. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний по статьям 330 и 331 Уголовного кодекса Российской Республики. Подойдите для этого ответственности. Подсудимого неприятельных отношений не имеете? Рассказываю, что вам известно по делу правдивости и точности, это ваш гражданский долг и гражданская обязанность. Пожалуйста. Эльмира Султановна, вы знакомы с декретом номер 44 Временного правительства от 20 мая 2010 года? Разрешите, да? Еще раз. Спасибо. Да, я с этим декретом знакома на заседании Временного правительства, когда этот декрет принимался, я принимала участие, я была членом Временного правительства, принимала участие в заседании. Скажите, пожалуйста, согласно данного декрета, что должно было делать Министерство государственного имущества? Согласно данного декрета, Министерство государственного имущества, конечно же, должно было, во-первых, инициировать проведение собрания акционеров, также должно было утвердить новые учредительные документы и произвести перерегистрацию ЗАО «Альфа-Телеком», что тем, что согласно пункта 1 предполагалось национализировать 49% акций ЗАО «Альфа-Телеком». В этой связи необходимо было произвести всю легальную часть по этому действию. Также вот за ними было обеспечение бесперебойной связи Мегаком, ну и, соответственно, решение иных вопросов, которые вытекались в национализации. Эльмира Султановна, Министерство госимущества по июль-сентябрь 2010 года 2 раза пыталось собрать общее собрание акционеров, которое не состоялось. Как вы считаете, почему и для чего Мингосимущество собирало это общее собрание акционеров? Ну, вообще-то, этот вопрос об экономике. Все экономические вопросы и всю экономику страны курировал другой член Временного правительства, а именно первый заместитель председателя Временного правительства Аганбаев Алмаз Шаршедович. Поэтому он отвечал за все экономические вопросы, включая национализацию или ненационализацию. Что касается того, что Министерство государственного имущества собирало собрание, то оно было обязано это сделать согласно декрету номер 44, на который мы сейчас ссылаемся, который был принят еще в мае 2010 года. Они просто были обязаны собрать собрание акционеров, во-первых. Во-вторых, Министерство государственного имущества должно было представлять интересы государства как акционера в данном закрытом акционерном обществе. Так что это была их обязанность, они просто обязаны. Спасибо. Эльмира Султановна, вообще каковы были полномочия Временного правительства и мог ли отдельно взятый член Временного правительства единолично принимать какие-то решения за все Временное правительство? Спасибо. Временное правительство было легальным органом. Временное правительство было создано в очень непростое время, в очень сложное время. И в этой связи у Временного правительства были полномочия по стабилизации ситуации в обществе. Это раз. По проведению конституционной реформы, это два.
12 мая ситуация была несколько в этой связи Роза Исаковна, председатель правительства, инициировала созыв экстренного заседания Временного правительства. И в 2 часа дня все Временное правительство собралось. На этом заседании Временного правительства решался вопрос по тому, что делать на юге, поскольку на юге в этот момент сильно осложнялась ситуация, ухудшалась ситуация. И 13 числа на заседании был решен вопрос о том, чтобы Исмаила Исаковича назначить спецпредставителем по югу. То есть мы все члены Временного правительства присутствовали на этом заседании с 12, ну, так не знаю, и там это все шло очень долго. С 12 до, наверное, 5 до 6 я присутствовала на этом заседании. А Нурбек Черкешевич присутствовал? Нурбек Черкешевич присутствовал, совершенно точно. Мне кажется, что, насколько я помню, на этом заседании присутствовали все члены Временного правительства. Возможно, единственное, не было Атамбаева Алмаза Шамшедовича на этом заседании. Почему я это помню? Потому что у меня мелькнула мысль, что Атамбаев Алмаз Шамшедович раньше был тоже декретом признан, как бы его поставили руководить комиссией по стабилизации ситуации на юге. И поэтому, когда решался вопрос о том, чтобы назначить Исакова Исмаила Исаковича спецпредставителем, я еще в этот момент огляделась, посмотрела на всех членов Временного правительства, у меня мысль промелькнула в голове о том, что жалко, что Атамбаева нет, потому что это же его вопрос, он же был у нас руководителем комиссии, председателем комиссии по югу. Но вот, по-моему, он был единственным человеком, который отсутствовал в этот момент на заседании. А по времени еще раз можете уточнить? Само заседание началось после обеда, примерно часа 2. Продолжалось оно, наверное, я думаю, что до вечера, с часов до 6. Я думаю, что можно будет уточнить у секретариата Кавтагаева, уже документы вшито, точное время. Но это было длительное заседание, поскольку оно было сложное, оно было экстренное, с 2 часов дня и до вечера, часов до 6, может быть, даже позже. А Текибаев отлучался на час, например, на 2? Нет, я не помню, чтобы он отлучался. Ситуация была такая сложная, вопросы были такие сложные, тяжелые, что вообще никто не мог никуда выйти. Решался вопрос судьбы страны, да? Поэтому никто выйти куда-то не мог. Это были слишком важные вопросы страны, чтобы кто-то вот мог просто безответственно встать и уйти. Такого просто быть не могло, да? И все находились на месте. Еще вопросы? Нет? Нет. Нет вопросов? Скажите, вот вы говорите, члены Временного правительства, а вот Чотонов какую должность занимал? Чотонов, Дышенко Чотонович, он занимал должность по чрезвычайной ситуации. То есть он был как министр чрезвычайной ситуации, курировал все, что касается чрезвычайной ситуации. И каким образом производилось назначение по отраслям? Вот, например, Чотонова, как проводилось назначение Чотонова на должность министра чрезвычайной ситуации? У нас 7 апреля 2010 года, когда произошли драматические события, и когда Даниил Русенов написал заявление о своей отставке, правительство ушло в отставку, то, соответственно, для того, чтобы стабилизировать ситуацию и удержать ситуацию, создалось Временное правительство.
И в этот момент Атамбаев Алмаз Шашенович вышел перед членами Временного правительства со своими записями в руке, и он начал читать и говорить, что, уважаемые коллеги, я предлагаю произвести распределение между членами Временного правительства секторов, потому что надо стабилизировать ситуацию и надо стабилизировать сейчас. И он начал зачитывать свои предложения о том, кому, какой сектор он предлагает взять. Поэтому в этот момент как раз Эмирбек Черкешевич сказал, что он будет заниматься конституционной реформой, что это один из самых важных вопросов, стоящих в тот момент. И Чатонов, Дюшен Чатонов, я думаю, что в тот момент, как раз когда Атамбаев читал список, там было и по нему распределение. Во всяком случае, все распределение между членами Временного правительства происходило 7 апреля. В тот момент. Меня интересует, кто конкретно назначал на должность. Вы можете сказать, вот члены Временного правительства? Конкретно по... Нет, я вам больше спрашиваю. Если не помните, так и говорите, что не помните. Догадками, предположениями нам не надо. Я помню совершенно точно о том, что мы все находились в этот момент, сидели в форуме, и Атамбаев вышел перед нами со своим листом бумаги и начал зачитывать, как он предлагает распределить обязанности. Поскольку это была сложная ситуация, и некогда было, никто не спорил, все сказали хорошо. Что было написано в том листе, фактически ни один человек не сказал нет, да? Все сказали хорошо, бежим работать. И все разбежали сразу работать в своем направлении. Хорошо. Можно еще один вопрос дополнить? Вы сейчас ответили на вопрос, как назначался правозащитный Чатонов на должность министра чрезвычайной ситуации, да? Просто вы еще раз хочу подтвердить то, что сказали, потому что в обвинительном заключении, согласно обвинительному заключению, органы следствия утверждают, что мой подзащитный Чатонов был назначен на должность министра чрезвычайной ситуации под влиянием и по настоянию Текебаева Эмирбека Черкешевича. Я хочу еще раз подтвердить, что я думаю, что если вы зададите тот же самый вопрос всем членам Временного правительства, то все они подтвердят, потому что вот этот момент у меня, например, врезался в память, да, потому что, я же говорю, ситуация была драматическая, это врезалось в память. Поэтому можете задать вопрос другим членам правительства, я продолжаю настраивать на своем, том, что я сейчас сказала. Muhattara hacılaştırma. Ben yaptım bunu. Çünkü açarsan siz gibi kaymanın boşaltmasını olur. Valla aldırı tüm saat 12'lerde biz çoğu kenişte vakti öpücüleri çoğular anlaşaşın internetine varlamış. Forumun canında anlaşaşın birinci İtalyanızdan yana biz canlı adresi internet var. Çoğunda çoğuluk bundan narı mamlaket başı çok açık etken, hükümet başı bir sastavıyla ketip kaldı. Ülkede kırda ol, akvesiz moynumuz alışımızda eşliğinde sözler oldu. Алмаз Шашенович, менимче, память изменяет, он должен это подтвердить, президент. Мага келип сураган, дүйшөн, сен ошко губернатор болуп барбайсың деп, приватный. Арги менен сүйлөшүп жүргөндө, анан мен Алмаз Шашенович ал жакта азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков көз карап жылдан болбосо эмес, ал киши губернатор болгалаптыр, ал киши Ошто болчу болгалаптыр, менен буяктан барып алып деп көтөрүп барып алсаң буякко десем, анда министр чрезвычайной ситуации болуп иштебейсиң дейт, сен как раз ушундайсың деп сунуштурган, мен макул болгом. Иш жүзүндө ошондой болгон, анан ал киши жазып алып, А Абдулдаев Ширалович кто назначал? И кто имеет право назначать на должность?
Министерство госимущества. Вы знаете, я сейчас не могу точно вспомнить, но это не было 7 апреля, это точно, да? Это было позже. Я вот здесь боюсь, что я не смогу сказать. Но просто единственное, что я хочу сказать, это если это происходило до формирования технического правительства, если он был министром до технического правительства, то весь сектор экономической направленности назначал Алмаз Шашенович Атамбаев. Он вносил, каждый куратор по своему сектору вносил предложение председателю правительства Розе Исаковне Отунбаевой, и Отунбаева Роза Исаковна подписывала проекты декретов на основании представления, которые вносит куратор. У Розы Исаковны был принцип, она никогда не принимала представления, если это был человек из другого сектора, да, поэтому она говорила, иди поговори, да, вот пусть вносит именно куратор, да, поэтому Абдулдаева, по идее, должен был внести представление Атамбаева. Но я не берусь сказать, я это точно не знаю. Извините, пожалуйста. Скажите для протокола, вот, я из ваших показаний, вы сейчас сказали, что вопросами Альфа-Телеком занимался первый председатель Временного правительства Атамбаев Алмаз Шашенович. Я правильно услышал ваши слова? Да, первый заместитель председателя Временного правительства Атамбаев Алмаз Шашенович по распределению своих обязанностей непосредственно отвечал за весь экономический сектор, и в том числе за Альфа-Телеком, который входит в экономический блок. Это для протокола. Уточнить. Теперь скажите, пожалуйста, а вот из вот этих заместителей Временного правительства, какие функциональные обязанности были у Текебаева Черкесовича, и занимался ли он вопросами Альфа-Телекома? Текебаев Умурбек Черкешевич по распределению обязанностей отвечал за проведение конституционной реформы. Он был ответственен за то, чтобы созывать конституционное совещание. Он был ответственен за то, чтобы подготовить текст Конституции. Он был ответственен за то, чтобы согласовать с Венецианской комиссией текста. То есть он отвечал за проведение всей конституционной реформы. Это был очень большой блок, и у него других вопросов, кроме этого блока, не было. Поэтому заниматься вопросами экономического характера, типа приватизации или национализации Альфа-Телекома у него полномочий не было, и он этим заниматься не мог. Может,